Гражданство для граждан Таджикистана и Узбекистана. С чего начать? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как получить гражданство России. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Мы будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства и о постоянном. К процессу подготовки документов для оформления гражданства можно приступать тогда, когда иностранный гражданин имеет вид на жительство, соблюдает правила миграционного учета и живет в Российской Федерации уже определенное количество лет. Российское гражданство для граждан Узбекистана, как и гражданство РФ для граждан Таджикистана, реально как на общих основаниях, так и по упрощенной схеме. Носители языка, чьи потомки проживали в Союзе Советских Социалистических Республик или на территории Российской империи, имеют такое право. Однако носителем будет признан не каждый, кто может говорить по-русски. Является ли иностранный подданный таковым носителем, решает специальная комиссия. Процедура получения гражданства РФ для граждан Таджикистана, как и для граждан Узбекистана, в общем порядке достаточно длительная. Можно смело утверждать, что она начинается с получения разрешения на проживание и далее вида на жительство. Получить гражданство РФ для граждан Узбекистана на общих основаниях значит уже прожить на территории России 5 лет непрерывно, не выезжая из страны более чем на 3 месяца в год. Это же касается и граждан Таджикистана. Вы согласны и хотели бы подать документы на гражданство России? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Мы продолжаем. Документ «Вид на жительство» входит в перечень обязательных при подаче в управление по вопросам миграции, куда следует обращаться с заявлением. Помимо вида на жительство, иностранному гражданину необходимо будет предъявить загранпаспорт, квитанцию об оплате госпошлины, фотографии, заявление. Заявление-анкета должно быть заполнено точно, с упоминанием личных данных, только правдивой информации и всех документов, которые нужны иностранцу. Список дополнительных документов может меняться. Неправильно заполненное заявление или недостоверная информация будут основанием для отказа в приеме документов. Инспектор управления по вопросам миграции имеет право запросить еще какие-либо документы. Чтобы ваш пакет бумаг был полным с самого начала и вам не пришлось повторно посещать территориальный пункт миграционного ведомства, мы рекомендуем обращаться за помощью в оформлении всех необходимых документов к квалифицированным специалистам. На территории Единого центра документов все заявители могут получить консультации и квалифицированную помощь по подготовке документов с целью оформления российского гражданства, в том числе для граждан Узбекистана и Таджикистана. Важно помнить, что каждая ситуация индивидуальна, и только квалифицированный специалист сможет разобраться во всех тонкостях и нюансах, по итогу грамотно подготовив полный пакет документов для его последующей подачи в территориальный пункт управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.